Меня радует одно обстоятельство, что та инициатива, которую мы с Өмірбеком Суаналиевым, Бегалы и я поднимали несколько лет тому назад, қаршылық көрсету қимылы против ползучей узурпации власти, мен ошоға келдіңер, ошондо қолдабай қойғонсыздар. Бирок созрели, меня это радует, честно говоря. Да. Вторая часть. Нет пророка в своем отечестве. Понимаете? Вот что говорил, я не помню, не буду, можно интернет поднять, и про реформу правоохранительных органов, про тот же Кумтор, за который меня потом закатали, и про этого Дода тоже несчастного я говорил, что он это самый. Все говорил, все, потом пришло, говорит, а нет, это вот мы сделали. Да поднимите интернет, погуглите, там найдете все это самое. Но меня радует то, что вот, как Эльмира сказал, здесь единодушное. Я предлагаю Замира. Значит, первый итоговый документ должен быть какой-то, вот именно сдача оценки. И там должна быть профессиональная, вот я попрошу Чолпон, чтобы у меня вот лежит правовая часть анализа, я не буду задерживаться, у меня времени просто не останется. Есть в конституционном праве понятие законодательной инициативы. То есть нарушение по всем стадиям законодательного процесса, который она останавливалась, я по всем противоречиям, которые имеются в самих поправках и про ликвидацию приоритета норм международного права и нарушение тех договоренностей, которые мы уже подписали в 93-х, на заре еще нашей независимости, вот это должно донести до нашего обывателя, понимаете, да? Полностью поддерживаю о том, что, вот, понимаете, по ком звонит колокол. Это кто сказал, вот здесь, вот, по-моему, этот, Равшан сказал, говорит, надо напомнить, көзің аш депчи, көзің аш, по ком звонит колокол. Вот те процессы, которые сейчас эта власть совершает в отношении тех, которые ушли, и пиарится на их фоне, его бағы сынчын сыңар өтігі майрық болып дегенде, бағы шералының өтігінде болып, илін тұрыш керек-то, айтыш керек. Узурпация власти – это тягчайшее преступление. Понимаете, да? Какими бы методами она ни совершалась и так далее. Вот ей должна быть дана, Чолпон Эдинан, вот этой выпукло вот в нашем обращении со всем вытекающими последствиями. Есть хорошее наставление в хадисе. Понимаете, да? Если увидишь неправое дело, ты постарайся, говорит, изменить его руками. Это великий Газали сказал, понимаете? Не можешь изменить руками, ты үндеп қой дейді. Ты словами призови к этому. Да, пророк говорил. Но его говорил, потом воспроизводил Газали. Если это не можешь, башыңа бычақ тақап тұрса, ичіңен аны осуди дейді. Понимаете, да? Вот поэтому каждый здесь... Вот, Джок, ну ты тогда ты биологическое существо, не человеческое. Вот здесь вот правильно Азиза Папановна сказала, говорит, у каждого свой, каждый в меру своих возможностей должен принять участие, понимаете, да? Кто-то может обратиться, и это еще, Замира Бексултановна, вам как модератору, вы не отвлекайтесь, пожалуйста, вот это самое. Вот эти... Я вот уточнял цифру, где-то порядка 180 миллионов, да, выделяется нам на реформу избирательной системы, да, или сколько там. В общем, крупная сумма выделяется. Надо раскрыть глаза, вот едет же, я не знаю, в общем, на избирательную систему. Вот это. Алан же едет, он же говорит, что у нас самая демократичная и так далее. Да. Не, надо им сказать, вы что, на что вы выделяете эти деньги? На то, чтобы вот эту власть узурпировали и так далее. Поэтому все средства вот эти, которые... И последнее то, что это должно быть организационно как-то оформлено, я поддерживаю Адахан Кимсамбаевича, о том, что должны быть какие-то... Это должна быть комплексная программа противостояния вот этой узурпации власти, о которой мы еще несколько лет тому назад предупреждали, говорили, пытались где-то что-то сделать, итталагандай, журналистер жүрбей, итталагандай талашып баяғы, чем только не обзывали, чем только не говорили и так далее. Но тем не менее, мы оказались правы, и вот сейчас мы стоим перед тем, что Куке Куатхалбекович говорит,
куда мы пришли дегендечи. Вот на этом я желаю успеха всем нам.